мы делаем сегодня официальное заявление о глобальной позитивной мутации людей и открытии нового типа ДНК. Были переработаны и объединены более 120 открытий. Ссылки на 9 листах за моей спиной. Также представлены 2 иллюстрации «Новая ДНК» внизу и фото идейного пространства Бога наверху цветное. Весь материал статьи будет стоять на нашей литературной страничке. Итак, собраны важные открытия о Боге, физиологии и новом мире. И вот почему. Эти изменения не обсуждаются публично, вы их нигде не найдете. Научное общество и не только считает, что это может напугать население. Но тем не менее люди меняются на клеточном уровне. Большинство из вас знают и чувствуют это интуитивно. Многие религии говорили об этом изменении. Происходит позитивная планетарная мутация. Хотя физически, умственно и эмоционально вы можете испытывать страх и растерянность. Что делать? Знать об этом. Кто знает, тот предупрежден, вооружен. Все открытия – это соединение знаний научных и метафизических. Родилась новая наука – нейротеология, изучение духовной деятельности в тесной взаимосвязи с социумом и творцов. Это черта нашего времени, официальная. Мозг ощущает разные реальности. Метафизическая высшая реальность такая же реальная, как и физическая, где мы сидим здесь с вами. Физика официально признала сверхразум. Это Бог, единая разумная сила, единое поле сознания, дальнодействие или мгновенная передача информации. Эйнштейн в свое время назвал мгновенную передачу информации жутким дальнодействием, потому что любая квантовая частица изменяет другую частицу на расстоянии очень многих световых лет. В 2015 году голландские физики доказали это, заставив ученых пересмотреть свои взгляды. И это сейчас происходит. Астроном Николай Козырев своими опытами, корректными и позже успешно повторенными, также открыл дальнодействие, где сигнал превышает скорость света в миллиарды раз. В 1996 году Николай Дмитриевич Колпаков, профессор Харьковского технического университета, открыл поляризационные волны или эфир. Нет абсолютной пустоты. Ни в вакууме, ни здесь. Все заполнено тонкой поляризованной эфирной материей. И абсолютно все электромагнитные волны всегда сопровождаются излучением поляризационных волн. Кстати, само понятие скорости света весьма условно. Например, в ядре атома, неважно каком, это усредненное значение, скорость света 12 метров в секунду, а в более тонком мире с высокими вибрациями 10 в 20 степени. Понимаете, все относительно. И информация этими поляризационными волнами передается мгновенно, тут же. Ими проявлено единое поле сознания. И верно говорят, что мудрец может объять разумом всю Вселенную. Эти волны исходят не только от звезд, но и от нас с вами, от самого человека, потому что природа этой энергии одна и та же. И человеку, который хочет преодолеть ворота духовные миры, нужно обязательно привести себя в состояние внутреннего равновесия – физического, эмоционального, ментального, духовного. Это необходимые условия для гармоничного проистекания этой энергии. И каждый из вас имеет неповторимый спектр, индивидуальный канал этих поляризационных волн, как отпечаток пальцев, потому что наш мозг работает на этих волнах.
1997 год. Вышла монография профессора Нажипа Валитова. Она называется «Вакуумные колебания при химическом возбуждении атомов, молекул и хаотичность силовых линий электромагнитного и гравитационного поля». Так читаешь, ни о чем не говорит. Набор слов. Но она выпущена в академическом издательстве. Это официальная работа, и она же произвела шок в научных кругах. Почему? Что такое сделал этот человек? А он доказал реальность Бога строгим языком формул. Показано, что любые объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними. То есть все вокруг дальнодействия идет. Мысль материальна. Процесс мышления испускает и поглощает излучение электромагнитных и гравитационных полей, из чего сотканы на том и звучим. Этот процесс можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной. И засекали. Повторюсь, все ссылки вот здесь. То есть это синтез сделанных открытий. Есть сила, которой подчинено абсолютно все. Мы называем ее силу Господом, Аллахом, Творцом, Богом, мировым разумом или природой. Природой в глобальном смысле, откуда рождены все вселенные. Далее следует открытие бозона Хиггса. Физики Российской академии наук присутствовали на презентации в Женеве и убедились, что швейцарцы ничего не напутали. Фальсификации нету. А бозон Хиггса является первым кирпичиком материи Бога. То есть в нашей органике он тоже присутствует. И здесь очень важно понятие наблюдателя. Вот вы смотрите на меня, я на вас. Мы наблюдаем друг друга. Оказывается, наблюдатель и наблюдаемое одно и то же. Да, мы разные, но мы одно и то же. Наблюдение всегда активный процесс. За вниманием течет энергия. Куда я смотрю, туда и направляется вот тот самый спектр для моего внимания. А через осознание человека проявляется духовность физики. Все ученые подходят к очень интересным открытиям. При достижении энергетического барьера мудрости или внутреннего глубинного равновесия в сознании старая парадигма сознания ломается. Стало проявляться новое планетарное сознание, интуитивное мышление зрелого человека. Мир сейчас пестрый, но тенденция к увеличению уже есть. Недостающий для осмысления фрагмент – это физика сознания. Сознание, как гравитация и магнетизм, является квантовой энергией. Это клей существования жизни. Если и есть формула для жизни, то это сознание. Напомню два корневых открытия прошлого столетия. Первое – сознание управляется материей. И второе – вся материя состоит из света. Логический вывод, что сознание и есть свет. Теперь ответим на вопрос, что такое физика? С греческого языка слово «физика» или «физис» означает суть вещей, глубинная суть. В науке пока нет раздела «духовность физики». Ученые этого пока не видят. Но физика соединяет все знания. Многомерная или квантовая физика – это сердцевина реальности и духовности. Как бы странно вам это ни казалось. При выходе за привычные измерения или за привычные рамки все становится динамичным. Изучение квантовых структур приводит к открытию новых законов, что является началом понимания духовности физики и признанием божественности в материи. Повторюсь, что это не философия, это строгая наука. Человеческое сознание – это квантовая физика со своими законами. И ДНК, будучи согласованной или по-ученому когерентной, также проявляет свои многомерные атрибуты.
И в настоящее время проявляется то, что ученые видят как мистику высшего разряда. ДНК стала эволюционировать. Итак, открытие нового типа ДНК. Напомню, что ее схема вот здесь. Вот она. Прорыв сделан австралийскими учеными в апреле 2018 года. Выявлена новая структура, названа мотив в живых клетках. Фрагмент похож на скрученный узел. Авторы отмечают, что еще никто и никогда не видел подобные макромолекулы непосредственно внутри ядер живых клеток. В начале 90-х годов такое видели в лаборатории. Эксперименты показали, что ДНК способна завязываться узлом только в кислой среде. Внутри живой клетки такой кислотности не было. Поэтому обнаруженные фрагменты вызвали всего лишь умеренный интерес, и об этом забыли. Однако последние исследования внесли поправки. Эти мотивы образуются без кислоты, когда, внимание, ДНК становится слишком тесно. Разум. Клеточный разум. Отличие новой ДНК от старой ДНК. В старой ДНК, вот, например, там 4 основания. И цитозин, один из оснований, соединялся с гуанином. Рождалась двухспиральная молекула. А в этой ДНК цитозин соединяется только с цитозином. Совершенно другая биохимия. Соответственно, другие отзывы клеток. В прежней ДНК было 64 кодона. Давайте скажем, 64 кода для шифрования генетической информации. Если по-простому. В новой ДНК предполагается, что 81. Больше на 17 единиц. И если двухспиральные ДНК уже открыли материальную и духовную часть, то это представляет намного более высокие вибрации, чем можно себе представить. То, о чем говорили высшие Я, оно записано вот в этой узелковой ДНК. Узлы формируются, растворяются и формируются снова. ДНК не постоянно. Она приходит, когда желает и когда это нужно клеткам. Для завязывания требуется особая последовательность нуклеотидов. Узел формируется в поздней фазе жизненного цикла клетки, когда идет активная щитка генетической информации. Это вполне конкретно динамичная структура. И эта узловатая ДНК самостоятельно включает и отключает гены, влияет на считку генетической информации в целом, а в частности в теломерах, в концах хромосом, которые были связаны со старением. И это теломераза, вещество, оно, кстати, помогало онкологии, канцерогенезу, заведовало старением, смертью, и разложением тела. Узел выключает генетические программы разных болезней и, уточню, обращу внимание, именно онкологии, особенно в случае раковых стволовых клеток. А теперь соединим науку с метафизикой или с мистикой, кому как угодно. Одно дело рекламировать информацию об удалении кармы с тонкого уровня планеты. Весь интернет этим наполнен. Уровня планеты и человека. И совсем другое видеть, как это происходит, как происходит открытие нового эволюционного цикла. То есть хотите – верьте, хотите – нет, ДНК работает вне зависимости от вашего согласия. Макромолекула присуща всем живым клеткам. Она стала важна для современной клеточной биологии. Активность не локализована в одном месте, а распределена повсюду, как в мозге. В клетках человеческого тела эти макромолекулы повсюду. Это нормально. Так проявляется позитивная мутация. Именно официальное заявление было о начале божественной мутации всего человечества. Нас с вами, сидящие здесь, естественно, в том числе.
результате появления нового типа ДНК была изменена магнитная программа хроночасы. Прежняя ДНК перестает производить гормон смерти. Начало регенерации тканей. Помощь открытого центра тимуса. Клеткам нет нужды болеть и умирать. Гармоническое создание текущей реальности вашим сознанием. Биохимия радости или биохимия жизни. Но с оговоркой, если позволяет ваше сознание, если позволяет сознание человека. Цель позитивной мутации. Через новый водород, который был уменьшен на 4%, это можете найти и в интернете, и в этих ссылках, начинается эволюция ДНК, узелковая. Рождается новый генетический код, новый энергетический каркас, новый человек, новый этнос. Кто смотрел в интернете, рождается шестая раса в наших клетках здесь и сейчас. Макромолекулы нового типа – это своего рода атомные реле, переключатели. Они передают энергию. Одно из звеньев для физики сознания. Сфотографированная тень атома, как говорится, Бог в помощь. И это тоже сделали. То есть теперь видно, как на уровне атома происходит химия в узелковой ДНК. А химическое давление преобразует геометрию молекул в новые электронные конфигурации. Свойства нового вещества при этом меняются в зависимости от расстояния между атомами. Такого еще не было. Расстояние было всегда фиксировано, а теперь перестало быть фиксированным. Причем конфигурация узла напоминает одновременно и женскую матку с яичниками, и, как бы вы думали, директорную антенну. Для созревания и рождения новой особи нужны прием и передача чистых сигналов в широком диапазоне. Тело насыщается нужной субстанцией, рождается новая органика. В телах появились теперь божественные инструменты, с которыми легче совершать так называемый квантовый переход. Кстати, он начался примерно в 1950 году и окончится примерно в 2150. Время хватит. Вот уж воистину наблюдаем замысел Бога. Перевод человечества на новый энергетический уровень вместе с физическими телами, которые незаметно меняются. Кстати говоря, резонанс Шумана, он считался константой 7,8 Гц очень долгое время. Именно он обеспечивал нам букет болезней, потому что инфразвук с частотой 7 Гц смертелен для человека. И сегодня сознание начинает повышаться и принимать свою личную божественность. Иначе никак нельзя. Живя в едином поле Бога и быть отличным от Него не получится. Мы все из одной и той же энергии скроены. У нас у всех единая огненная природа во всех смыслах. Несколько слов об эмбриональных генах. В равновесных обратимых процессах время превращается в массу энергию, а затем претерпевает обратный процесс. Значит, воскрешение мертвых, о которых говорилось во всех священных книгах, возможно. Доказано, открыто, что смерть активирует гены, которые обычно работают в эмбриональном периоде, только для формирования эмбриона. Потом они выключаются и уходят с физического плана. И еще раз они включаются после смерти. У человека, более развитого с эволюционной точки зрения, в скобках замечу, что это то самое равновесие внутреннее. Есть такие клетки, потому что тело всего лишь сосуд, а душа бессмертна. И сознание бессмертно. Однажды человек начинает ощущать состояние осознания Бога. И божественность начинает преобразовывать все тела. Это называется физическое бессмертие или высшее совершенство, когда идет замена тела прямо вживую при вас. И неудивительно, что у нас есть гены для того, что физическая форма однажды превзойдет смерть. К этому идет физиология. А теперь 32 штриха позитивной мутации. Как это все происходит у нас или аспекты единого божественного пространства.
Первый аспект или первый пункт – закон сохранения энергии. Просто вы слышали, что он постоянный, никогда не меняется. А новый закон стал допускать поправки. Напоминаю, что это все открытие, это не теоретизирование. Его можно нарушать на величину, обратную пропорциональную времени свободного пробега частицы. В квантовой физике у частицы нет определенной энергии. Второе. Буду просто перечислять. Второе. Доказано существование частицы, являющейся собственной античастицей. И это все здесь находится, в нашем физическом мире. Ее назвали частица ангел. Она пришла на смену частице Бога, на смену бозону Хиггса. Спустя 80 лет после предсказаний физики доказали существование майорановского фермиона. Третий. Эффект квантовой запутанности или сцепленности можно видеть невооруженным глазом. Добавлю, что на тест Белла полностью полагаться нельзя. Четвертое. Изучение структуры протона. Весьма активная область физики элементарных частиц. Того самого нового изменившегося протона. Было известно устройство протона в его системе покоя, а в новом эксперименте структура обнаружена внутри летящего протона. Состав при этом понятие относительное. Все зависит от сознания наблюдателя. Правда здорово? Это вы еще не осознали, что какую роль здесь играет именно сознание наблюдателя. Пятое. Измеренное экстремальное давление в протоне, в летящем новом протоне, которое не дает ему схлопнуться или разлететься на мелкие кусочки. 10 в 25 степени Паскаля. Это давление внутри нейтронной звезды, сверхновой нейтронной звезды. Шестое. В организме человека найден ранее неизвестный орган. Это все открытие 17-18 года. Орган называется брыжейка. Единый и большой орган. Про нее слышали, но считали гораздо меньше, чем она оказалась в своем величии. Прошлое анатомическое описание оказалось неверно. Изменения, неверно, как и акупунктура. В акупунктуре свои меридианы, к которым подвязаны все органы нашего тела. Брыжейки там нет. Акупунктура ее не учитывает. Дальше выводы делаете сами. Изменения внесены в классический британский учебник «Анатомия Грея» в 2018 году. Как в России, я не знаю. Сведений нет. Седьмое. Сверхсветовая волна от Магнитары и созвездий Стрельца породила цунами 2004 год. Началась эпоха планетарных мутаций. Позитивных планетарных мутаций. Напомню, 27 декабря 2004 год под дном Индийского океана лопнула вдруг напряженная плита и сдвинулась ось вращения Земли. Великому суматринскому землетрясению не предшествовало движение глубинного вещества. Удар был направлен сверху вниз. Для того, чтобы сейсмические волны, возникшие у Суматры, достигли Апеннинского полуострова, требуется более 20 минут. Но начало колебаний силы тяжести отмечено в первые минуты после события. Это пространственная природа воздействия на земную кору. Впервые, не считая далеких вспышек сверхновых, 1054 год, и сейчас это карбовидная туманность. Итак, открыта новая геодинамическая эпоха. Суммарная энергия землетрясений с 26 декабря 2004 года по 31 декабря 2017 года превысила сейсмическую энергию Земли за 3000 лет. Земля окутана с тех пор максимальным количеством излучения. Воздействие нейтронной звезды. Да, она далеко, 50 тысяч световых лет от нас. Но вспомните о мгновенном дальнодействии, когда сигнал превышает скорость света в миллиарды и миллиарды раз. То есть там взорвалась, здесь сдвинулась ось Земли. Представляете, в каком времени мы теперь живем? Восьмое.
открыто новое состояние материи. Причем оно открыто в 1951 году, но стало известным только сейчас. Называется экситон. Это разновидность внутреннего фотоэффекта. Частица поглощает свет, оставаясь электрически нейтральным. Очень важное значение для биологических тканей. Если вспоминаете, что сознание – свет, вот он внутренний фотоэффект. 9. Родилась наука квантовая гидродинамика. Впервые получен жидкий свет при комнатной температуре. Обычный свет всегда движется по прямой, поэтому наши глаза не видят, что за углом. Но свет может вести себя как жидкость, обтекая объекты. Это явление названо конденсат Бозе-Эйнштейна при комнатной температуре. Его, кстати, сфотографировали, и вот он наверху. Если его можно видеть невооруженным глазом, доказательство – фотография. Ну или распечатанная на ксероксе. 10. Что такое конденсат Бозе-Эйнштейна? А это то самое божественное единение. Вот смотрите, когда мы находимся у себя дома, мы живем по отдельности, сами по себе. Когда вовлекаемся во что-то общее или глобальное, ну, сейчас вот вдруг собрались, мы проявляем общность или, говоря физическим языком, запутанность. То есть неизвестно, как поведешь себя дальше. Привычные свойства остались дома, а здесь еще это нужно переварить, то, что вы слышите. И в таком состоянии у нас раскрываются совершенно новые свойства или, как говорят, дары Бога. Атомы тоже бывают неотличимы друг от друга, когда начинают работать сообща и становятся запутанные. Это явление обнаружено в 1995 году, а в 2001 присвоена Нобелевская премия по физике. Да, было известно и ранее запутывание тысяч атомов одновременно, но никто не показывал, как это сделать до сих пор. Сейчас показали. Когда между двумя частицами или системами образуется запутанность, измерения, сделанные на одной стороне, на одной половине раскрывают информацию о другой, что иногда очень упрощает исследование. 11. Катион 3 водорода. Это молекула, создавшая Вселенную в буквальном смысле. Она охлаждает окружающее пространство, рождает, помогает рождению новой органической материи и запускает целые каскады химических реакций в наших телах. Образование катиона из органических веществ идет по новому типу. Их назвали блуждающей реакцией, открыли в 2011 году. При разрушении старой молекулы, старой органики, новые химические связи образуются между атомами на достаточном удалении друг от друга. Помните о дальнодействии? Что неважно, где старые атомы, условно говоря, в левом ухе и правой пятке, они вместе образуют новую молекулу. Как бы это странно ни звучало. И появляется блуждающий молекулярный водород, который на себе держит нашу органику. Сплошная динамика. Причем образование катиона 3 водорода происходит примерно за 240 фемтосекунд. За это время летящая пуля не успевает пройти расстояние, равное диаметру атома, любого, а молекула уже участвует в нескольких каскадных превращениях. 12. Вилочковая железа. Вы про нее слышали. Она является точкой счастья ваших тел. Почему? У здоровой вилочковой железы форма вилки с 3 зубцами, как у Нептуна. Поврежденная имеет форму бабочки или паруса. Есть еще имя вилочковой железы – тимус, или жизненная сила с греческого, или вместилище души, или дом души. Это центральный орган иммунной системы. Заведует иммунитетом, причем иммунитет и сознание одно и то же. Тимус – это школа ускоренного обучения клеток иммунной системы. Они формируются из стволовых клеток костного мозга. Вилочковая железа замедляет ход биологических часов
выключая старение. Имеет свой цикл развития. Это центр высшего вдохновения. И не выносит стрессы, рассасывается и умирает. Это к вопросу, почему раньше вилочковая железа достигала там маленького роста у детишек, а потом переставала быть, оставляясь в зачаточном состоянии. Стрессы. Частота 7,8 Гц, букет болезней, ранняя смерть. Происходит в настоящее время планетарное открытие 4-го энергетического центра, их еще чакрами называют, любви и сострадания. Причем активация может сопровождаться приступами тоски и страха. Когда этот центр начинает открываться, тимус начинает расти. На более поздней стадии это видно при томографии. И рост вилочковой железы часто связан с болями в груди, удушьем, симптомами бронхита, гриппа или пневмонии, когда врачи ставят неверный диагноз. Но если только вы действительно не болеете гриппом, пневмонией или простудой. 13. После открытия 4-го центра все остальные центры объединяются в сердечный. Это подтверждение Института математики сердца. Неоднократные измерения, неоднократные эксперименты. Но оговорка. Тот человек, чьи мысли живут по-прежнему в старом мире, старые шаблоны, старые привязки, у тех наблюдается линейная энергетическая система или чакровая система. Сразу оговорюсь, что тело при этом принимает ограниченное количество энергии, но выбор всегда за вами. 14. Подтверждена разумность сердца. Тот же Институт математики сердца. Парадокс. После зачатия у зародыша человека сначала формируется, начинает работать сердце, а потом мозг. У сердца есть свой маленький мозг, примерно 40 тысяч клеток. Наше сердце генерирует самое мощное энергетическое поле вокруг человека в форме 2 торов. Меньший тор в большем. Их оси совпадают и проходят по сердечному центру. Кстати, кардиологам известно, что есть крошечное место в сердце, которого ни в коем случае нельзя касаться. Иначе человек умирает без шанса реанимации. Это перекликается с древними знаниями о священном крохотном пространстве сердца, где живут космические резонансы, связь с Высшим Я и другими божественными планами. 16. Открыто пространство, называемое Меркаба, в центре тороидального поля сердца. Это та самая квантовая повозка. С иврита Меркаба переводится как повозка, а двигатель – ДНК. Та самая новая ДНК. 16. Физики научились строить молекулы из света. Вот представьте, что идут 2 фотона в одном направлении, как детки, держатся за ручки. Так начинает осаждаться, проявляться новая материя. Причем фотоны имеют массу. Ну, помните, не помните, они всегда были безмассовыми, их там не могли взвесить. Теперь можно взвесить. Они имеют массу долей электрона и замедляются при этом примерно 100 тысяч раз. 17. Далее открыта необычная форма света. Мало того, что она жидкая, она еще останавливается, она еще и необычная, еще закон сохранения меняет. Так вот, эта необычная форма света, чья угловая скорость меняется шагом в половину меньшим минимально допустимых значений, диктуемых постоянной Планка. Отсюда вывод, что постоянная Планка также перестает быть постоянной в нашей Вселенной. Открытие о новой световой материи уже успешно пошатнули фундаментальные представления физиков о природе света. 18. Обнаружен новый вид переноса электрического заряда в полупроводниках и, самое важное, в органической материи. Все, о чем здесь говорится, это все есть в наших клетках. Только открытие сделано разными лабораториями в разное время. Этот процесс происходит без туннелирования
и квазичастица распадается на одной стороне и возникает на другой стороне барьера. 19 аспект божественного пространства касается лития. В древности звался сын Солнца и Феникс. Феникс, знаете, возрожденный из пепла, из огня. Также известно, что он продлевает жизнь, и сейчас тоже. Является нормотимиком. Это стабилизатор настроения, смягчает раздражительность, вспыльчивость, неуживчивость. Он также помогает ликвидировать старение, блокирует канцерогены. Нужен литий в гомеопатических дозах 10 мг. Он продается в аптеках. Вам всегда его продадут, но берите до 10 мг. Гомеопатия. Высокие дозы, он смертелен, как любое вещество. Есть в овощах. Это помидоры, баклажаны, болгарский перец, перец чили, свекла, петрушка, сельдерей, редис, морская капуста, арахис, миндаль. Кушайте и даже сами не понимаете, как восстанавливаете свою химию. Сегодня в космосе много сверхновых звезд, чей спектр постоянно омывает планету. И такие шустрые фабрики по производству лития. Они фонят литием. Они светят литием, просто направленно фокусируя на нашей планете. Для того, чтобы насытить наше жизненное пространство. Значит, мы его можем получить из овощей, гомеопатическими таблетками и на тонком вибрационном плане, поглощая просто спектр космического лития. Это совершенно сознательное деяние высшего разума. Перевод человечества – высокий вибрационный спектр на физическом плане с сохранением физических тел. Вывод – Бог хочет, чтобы мы знали, как это происходит, иначе бы не было всех вот этих вот открытий. 20 аспект божественного пространства. Граница протонной устойчивости стала размытой. Тонкость. Меняются местами устойчивое состояние и неустойчивое. Изотоп с избытком протонов, сейчас неважно какой, нестабилен в основном состоянии, но при переводе в нестабильное состояние обретает устойчивость. Шиворот на выворот пошло. Новая органическая материя проявляет совершенно другие законы. 21. Повторюсь, мы влияем своим сознанием на процесс оздоровления и омоложения. Единое поле сознания постоянно преобразовывается. Оно способно, знаете, только повышать вибрации. Она никогда не идет вниз. Отдельные человеки могут себе позволить, а единое поле сознания нет. На чем мы фокусируем внимание, то тут же начинает реагировать на нас. Подтверждение. Классический эксперимент в результате всегда одно и то же. Если вы наберете в интернете слова в любой поисковой строке «эффект наблюдателя», то вы прочитаете более подробно, чем я вам сейчас скажу. В результате простого факта наблюдения, только наблюдения, световая волна исчезает и превращается в частицы. Если не вести наблюдение, выйти, а эксперимент идет сам по себе, то на фотобумаге проявляется след исключительно волны. Этот феномен получил название «эффект наблюдателя». Независимо, кто наблюдает – скептик, пессимист или оптимист. Получается, что на квантовом уровне материя реагирует на внимание человека, на то самое излучение, что наш мозг излучает, куда мы смотрим, на фокус внимания. И это признано новым физике и начинают вести совершенно уникальные исследования. 22. Напомню про открытие телепатии, сделанное в 1966 году. О нем тоже молчат. Широкие массы об этом не знают. Номер 122 в Государственном реестре открытий. Приоритет 15 февраля называется «Эффект Казначеева». Сделано по клеткам, но относится и для человека. 23. Создан микроскоп.
В нем видно движение клеток внутри организма и то, что происходит внутри самой клетки. Это воистину прорыв, и разработчики удостоены Нобелевской премии по химии в 2014 году. Благодаря этому сделано очень много открытий. 24. Совершенно фундаментальное открытие – гравитация – это квантовое взаимодействие, вызывающее запутанность, то самое дальнодействие. Полный провал классического описания. Крах общей теории относительности. Кроме того, что все относительно в природе. Открыта космическая лаборатория гравитации. Это система 3 пульсаров, которые оборачиваются вокруг своей оси 366 раз в секунду. И это как раз сочетается с каскадными мгновенными реакциями, там, где 240 фемтосекунд, происходит множество физических реакций. И получается, что если вы взмахнете рукой, по всей Вселенной побегут те самые гравитационные волны, или поляризационные волны, или волны эфира. Это еще одно подтверждение дальнодействия или единого поля божественного сознания. 25. Тяжелые протоны Солнца бывают быстрее света и увеличивают энергию в десятки тысяч раз за время менее секунды. Велика вероятность того, что именно тяжелые протоны участвуют в мгновенных органических каскадах, так называемые блуждающие реакции. 26. В плазме крови возникают и пропадают мгновенные фононные кристаллы, как передача высокочастотного звукового воздействия. 27. Звездные события активно участвуют в позитивной мутации. Дело в том, что начиная с 2012 года каждый год вспыхивает одна сверхновая. В 2017 году впервые наблюдали гравитационные волны и свет от одной звезды. Значит, получается 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 7 лет, 7 сверхновых звезд, 7 частотных спектров. Каждая сверхновая имеет свой частотный спектр, нужный для раскрытия какого-то энергетического центра человека. Если об этом говорить, это будет совершенно отдельно еще вот на кипу листов информация. Просто примите как данность, что каждая сверхновая, она имеет свои характеристики, ну, как источник. И этот источник в конкретный год покрывает нашу планету. Откуда берется позитивная мутация? Она же не просто «хочу» или «не хочу», а это совершенно реальные космические воздействия. И здесь хочешь, не хочешь, а нужно соединять. Исследование космического аппарата Voyager. Слышали? Отправили его за границы системы, там с посланием для высшего разума, золотые пластинки на борту у него были. Так вот он что передал информацию, что весь космос пронизан цунами. Это не тишина, черная беспредельность. Это бушующее море. И под воздействием цунами межзвездная плазма вибрирует как колокол, а кровь и ДНК имеют те же резонансы. Понимаете, насколько мы вплетены в эту колоссальную реальность космическую. Первая ударная волна пришла к нам. Ну, к нам, в смысле, на Землю, вот уже окутала. Это не считая сверхновых звезд. Сверхновые – это как отдельный, как лазер, отдельный пучок, точки. А цунами – это из далекого космоса идет. Первая волна пришла в октябре-ноябре 2012 года, как раз накануне равноденствия и квантового перехода. Вторая волна – апрель-май 2013 года, а третья ударная волна – 2014 год. Больше не наблюдалось. Но это было 3 мощных толчка, после которых заработали лазерные источники сверхновых звезд. 28. Что излучают сверхновые? Ну, это только часть, конечно. Водород разных спектров. Вот тот самый молекулярный водород, катион 3 водорода.
Ионизированный кальций и натрий. Они участвуют в межклеточном обмене. Нейтральный кислород, гамма-лучи ультравысоких энергий, ультрафиолет, другие. Гамма-лучи ультравысоких энергий – это связано с деятельностью мозга, гамма-излучение, гамма-спектр. Это центры высших вдохновений, когда человека посещают озарения. Или настолько вы чем-то увлечены, каким-то делом, что вы не замечаете, что делается в округе вас. Тоже ваш мозг работает на гамма-волнах. 29. Квантовая когерентность ДНК или согласованность, что все молекулы ДНК в наших телах действуют всегда синхронно, как одна. Так вот, оказалось, что она вибронная. Это смесь электронных возбуждений и атомных колебаний. То есть механические и энергетические воздействия. Это вот, язык общения, язык телепатии клеток ДНК. Но самое интересное, что волны сами выбирают эффективный путь к нужному месту. Хороший вопрос. Вот так происходит. Выбирают эффективный, чтобы им меньше затратить энергии, а большую энергию донести до нужного центра. Там, например, излечение какой-то клетки. Как скорая помощь. Видят карту, определили путь исследования, выбрали оптимальный и пошли туда. Будьте здоровы, сюда оно не идет. Точно. Невольное подтверждение. 30. Перенос заряда в ДНК идет двумя путями. Это самое экстравагантное открытие. Когда теряется электрон, остается нечто с положительным зарядом, и это нечто назвали дырка. Уж как назвали. И эта дырка, она же пустота, оказалось, что это тонкие планы высоких вибраций или эфир. То самое дальнодействие, поляризационные волны, электромагнитное излучение, божественное дальнодействие. То есть мы просто прошиты этими дырками, как канва, на нас узор слагается. 31. Началось активное изучение мусорной ДНК. Ее считали мусорной, ненужной, лишней, но стали изучать, потому что очень много вопросов. И оказалось, что половые хромосомы вторичные, они не сразу-то и образуются. И напоследок, 32-й аспект. Создан энцефалофон. Это музыкальный инструмент, для игры на котором требуется только сила мысли. Чистая сила мысли, спокойная, вы получаете потрясающие мелодии в своей гармонии. Если мысль в склоках, в дрязгах, в мусоре, соответственно, вы услышите. И все это происходит в наших телах. Помните, что сознание строит мир, эффект наблюдателя тот самый. Так вот, старое сознание живет в старом мире и проявляет для себя, вокруг себя. Новое сознание проявляет новый мир. Это аксиома. Вы можете не принимать, но это так и есть. И все это вместе подтверждение учения академика Вернадского о ноосфере, когда биосфера вступает в новое состояние в результате эволюции человечества и рождается новый этнос. А изучение ДНК, новой ДНК, превращается в изучение Бога внутри нас, каждого. И в изучение собственного могущества. Ваша сила – это мысли и чувства, они рождают события. Держите их в чистоте всегда. Спасибо за внимание.